Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. С 14 по 16 апреля в столичном центре спортивной подготовки «Триумф» состоится первенство России по вольной борьбе среди спортсменов до 21 года. Якутск примет первенство России спустя 17 лет. В 2006 году соревнования провели во Дворце спорта «50 лет Победы». О подготовке к масштабному спортивному событию расскажет гость в студии Леонид Спиридонов, министр по физической культуре и спорту в Республике Саха-Якутия. Леонид Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот как и когда было принято решение о проведении первенства России по вольной борьбе в Якутске? В феврале наш глава республики Айсен Сергеевич Николаев в Москве встречался с президентом Федерации спортивной борьбы России Михаилом Геразиевичем Мамиашвили. И они, обсудив встречи и по итогам этой встречи, решили, что первенство России будет у нас в городе Якутске. Это, конечно, нас очень радует, потому что, как вы сказали, последние спортивные мероприятия по молодежи, по борьбе, были у нас в 2006 году. Поэтому спустя 17 лет по итогам этой встречи сегодня будет уже первенство России среди молодежи у нас. Вот сколько спортсменов будут участвовать в этом первенстве, сколько регионов будет представлено? Приедут вообще больше 400 человек, из них 327 спортсменов. Кроме этого еще приедут и тренера, судьи, представители команд. Всего приедут из 49 регионов Российской Федерации. Как вы знаете, первенство России – это отбор на сборную команды Российской Федерации, поэтому это для молодежи это самый важный турнир, первенство России, где отбираются лучшие из лучших. Вот как прошла подготовка сборной Якутии к соревнованиям, сколько борцов будут защищать честь сборной республики? Мы подготовку уже вели давно. Каждый год первенство России проходит. У нас команда уже сформирована. Наши ребята ездили и в Дагестан, и в другие регионы на сборы. И последние сборы уже сделали здесь, в Триумфе. У нас примут сейчас участие 38 участников, спортсменов. И, конечно, по решению старшего тренера сборной России могут еще и добавиться спортсмены, которые по заявке, если он допустит, то можем еще и добавить участников, так как мы проводим здесь дома. Поэтому команда сейчас готова под руководством старшим тренером Нестроя Василия, который сейчас является старшим тренером Республики Саха-Якутия. И очень надеемся на наших ребят, что дома покажут себя с хорошей стороны и принесут медали. Действительно, такая возможность, как мы уже понимаем, предоставляется, можно сказать, один раз, за 15 лет, за 17 лет, последний раз у нас были подобные возможности. Последний раз первенство России проводилось у нас в Якутске 17 лет назад, 2006. Как вы считаете, насколько важно проводить такие крупные турниры у нас в Якутии? Конечно, важно проводить такие крупные соревнования. Мы, как вы знаете, у нас в республике проводим такие большие мероприятия, как по молодежи Романа Дмитриева турнир, Дмитрия Петровича Коркина среди взрослых. И сегодня мы проводим первенство России среди молодежи. Как я спортсмен тоже скажу, что если дома проводят такие большие мероприятия, то спортсмен может и воодушевленно бороться, или наоборот, у него двойная ответственность, и можете и хуже побороться. Поэтому в психологическом плане две стороны, но мы думаем, что поборов эти психологические барьеры, наши спортсмены будут дома хорошо бороться, и для них это будет большим толчком развития в своем направлении. Как вы знаете, в 2006 году проводили первенство России. Там у нас чемпионами стали Виктор Лебедев, Николай Анитов, призерами был Тимур Пестеров и так далее, которые там хорошо отборолись ребята, стали потом хорошими спортсменами. Поэтому это уже доказано, что проводить дома, и мы уже ребят уже проверяем, кто здесь хорошо отборолся, тот и в будущем будет показывать хороший результат. Крупные соревнования – это еще и большая организаторская работа. Это и размещение, питание спортсменов, тренеров, организаторов, транспорт и так далее. Как удалось справиться с этой работой?
Да, ну, как я сказал, больше 400 человек приедут. У нас по встрече начиная уже с встречи с аэропорта, уже все организовано, будут волонтеры, будут автобусы, транспортная схема уже отработана. Ну и по гостиницам, по жилью у нас уже все отработано, поэтому, как я сказал, ну, мы же уже готовы всегда проводить большие мероприятия, у нас все налажено, поэтому больших трудностей мы не испытали. И очень рады, что у нас так проводятся такие большие мероприятия. Ну да, действительно, тем более опыт уже есть. Да, опыт уже есть. Вот помимо соревнований, здесь также проходит судейский семинар, он уже начался. Вот что дает такое мероприятие в развитии спорта? Да, ну, судейский семинар проводится для того, чтобы наши судьи, которые у нас в республике есть, создавали нормативы, и для них это будет большое развитие. Тем более судейский семинар проводит Алексей Базулин. Это судья олимпийской категории, человек, который судил на Олимпийских играх. Также Нарават Арустамян, который является одним из специалистов Всемирного Федерации борьбы. Вот они проведут семинар, и это, я думаю, что это будет большой толчок для наших тоже судей. Потому что не только спортсмены у нас должны готовиться, ну и, конечно же, мы должны готовить судей. Ну, спорт не стоит на месте, может быть, правила какие-то нововведения Да, постоянно появляются. Правила всегда меняются, бывает очень много спорных моментов, поэтому от судей тоже много зависит. Сегодня стоит задача для того, чтобы поднять статус наших судей, и тогда мы будем еще больше проводить такие крупные спортивные мероприятия. В этом году организаторами было решено сделать вход для болельщиков бесплатным. Да? Надеемся, что трибуны у нас не будут пустовать. Вот как думаете, как поддержка скажется на выступлении наших спортсменов? Да, ну я, во-первых, хочу пригласить всех болельщиков, да, тем более это уже 17 лет не проводили такое мероприятие. Я очень надеюсь, что наши болельщики придут и посмотрят на нашу молодежь, которые в будущем и станут хорошими борцами. Будут не только наши спортсмены, которые республиканские, да, но и российские ребята, которые в будущем станут и олимпийскими чемпионами. Поэтому здесь будут определяться те ребята, которые уже есть, в будущем будут участвовать на Олимпийских играх. Ну и, конечно же, хотелось бы, чтобы больше молодежи было, больше детей, которые посмотрят на этих ребят и будут тоже приходить в спорт, заниматься спортом и так далее. Поэтому я всех призываю прийти, посмотреть на такое крупное мероприятие, которое мы проводим, да, и не упустить свой шанс. Ну, чтобы еще больше, да, можно более пригласить наших болельщиков, вот расскажите, какие-то сюрпризы будут для гостей, какие-то, может быть, секреты церемонии открытия раскроете нам? Ну, у нас почетным гостем будет президент Федерации борьбы России Михаил Геразимович Мамиашвили. На открытии участвует у нас и глава республики, поэтому такое внимание. Вот. Ну и, конечно же, как всегда, у нас открытие будет шикарным. И мы, как вы знаете, в прошлом году провели Дмитрия Петровича Коркина. Ну, у нас всем понравилось, да, вот как мы проводим. Поэтому в этом году также будем проводить. Ну вот вы сказали о том, что уже от Якутии заявлено 38 спортсменов. Может быть, на какие-то веса у нас есть ставка? Раскройте какие-то ожидания? Да, ну, конечно, мы ожидаем больше, да, мы планируем, но, как говорится, Бог располагает, но мы все равно должны сделать планы. Мы сейчас думаем, чтобы наши ребята, два наших ребята должны выйти в финал обязательно. Ну и, конечно, мы надеемся на других ребят, которые принесут команде Республики Саха-Якутия другие медали. Да? Вот поэтому хотим, чтобы было у нас чемпионы, вот, ну и мы надеемся, что будут чемпионы. Поэтому приглашаем еще раз, чтобы благодаря нашим болельщикам наши ребята будут бороться еще лучше. Вот, всегда дома стены помогают, дома болельщики помогают, поэтому от болельщиков очень многое тоже зависит, да, чтобы наши ребята хорошо боролись. Ну, без сюрпризов наверняка не обойдется. При поддержке родных стен, как говорится, да, ребята должны выступить гораздо лучше, чем даже есть какие-то ожидания, может быть, да. Вот смотрите, Леонид Николаевич, вы сами, начиная с юного возраста, вот не раз выступали на соревнованиях высокого ранга. Вот что дает спортсменам такой опыт?
Ну, любой опыт, любое участие в больших спортивных мероприятиях дает большой опыт, да. Тем более мы в Якутии проводим вот такие первенства разные, да. Также мы проводим Дети Азии, большой международные игры, поэтому это дает большой толчок для развития, да. Как я сказал, в основном для молодежи, для юношей, да, имеет смысл психологический барьер. Вот, и поэтому благодаря таким большим крупным мероприятиям ребенок этот барьер перескакивает, да, поэтому для них это большой опыт будет. Опыт же в этом и заключается в барьере, да, психологическом. И если он перейдет этот барьер, то будет еще раскрываться и выигрывать. Поэтому... Ну вот в завершении нашего разговора есть возможность обратиться к нашим телезрителям, еще раз пригласить на соревнования. Давайте напомним, когда они пройдут и где будут проходить. Да, первенство России среди молодежи пройдет в Триумфе у нас в городе Якутске с 14 по 16 апреля. Будут участвовать спортсмены до 21 года, то есть молодежь, будущее наше. Поэтому мы всех приглашаем, приходите, посмотрите на будущих чемпионов России, чемпионов Европы, чемпионов мира и, конечно же, чемпионов Олимпийских игр. Ну, тем более бесплатно, почему бы не посетить, когда есть возможность, да, прийти. Мы сделали все для наших болельщиков, поэтому все бесплатно сделали. Поэтому приглашаем еще раз. Ну что ж, Леонид Николаевич, ну, желаем успешного проведения такого крупного турнира. Побольше, конечно же, благодарных болельщиков, ну и, естественно, чемпионов нашей республики. Обязательно, чтобы у нас были чемпионы. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.